Наталья Степановна, добрый день. Я вас поздравляю. В приемной комиссии началась горячая пора. Сегодня стартовала приемная кампания в БГПУ имени Акмуллы. Большое спасибо. Действительно, мы сегодня уже приняли первых абитуриентов. Надеюсь, что у нас такой же большой поток будет в течение всей приемной кампании. А можно озвучить цифры? Сколько человек сегодня подали свои документы в университет? Ну, учитывая то, что еще ни у кого нет аттестатов и дипломов на руках, сейчас идут те, у кого дипломы, аттестаты были выданы в прошлом году, их уже более 50 человек. Здорово, хорошая цифра для первого дня. Поздравляю. Спасибо. Наталья Степановна, несмотря на то, что вроде бы мы постоянно рассказываем о правилах приема, у абитуриентов и у их родителей все равно есть ряд вопросов, на которые нужно дать простой, но понятный ответ. Начнем, Постараемся. с первого вопроса. Да. Давайте. Самого простого. Что нужно для поступления? Ну, для поступления, во-первых, нужно, конечно же, иметь пакет документов. Это стандартный аттестат, если после школы поступаем, либо диплом, если после колледжа. И если на второе высшее, то тоже диплом о предыдущем образовании. Ну, и из перечня документов это СНИЛС и ИНН обязательные. Дальше уже смотрим из того, что есть дополнительно. Например, какие-то индивидуальные достижения. Тоже нужно документально подтвердить. Они ограничены, это не все индивидуальные достижения, которые иногда абитуриенты и родители считают достижениями, но, к сожалению, мы не все какие-то конкурсы можем учитывать. Есть определенный перечень. Если есть договор о целевом обучении, его тоже нужно уже сразу принести с документами. Ну и если поступаем на педагогические программы обучения, то нужна медицинская справка. Но ее можно будет донести. Это такой документ, который, ну, можно немножко подождать. Как правильно подать документы? Я знаю, насколько я знаю, существует несколько способов. Да, но существует три основных способа. Во-первых, конечно, это через наш сайт. Когда к нам заходите на сайт, будет такая видно красная большая кнопка «Подать документы», не промахнетесь. Мы сразу ваши документы получим. Второй способ, конечно, госуслуги. Тут такая, ну, инновация, уже третий год вот мы уже принимаем через госуслуги, тоже можно использовать этот способ. И, конечно же, можно прийти к нам лично. У нас здесь есть специально оборудованная зона со сканерами, с принтерами, чтобы можно было спокойно все подготовить, если у кого-то дома нет технических возможностей. Ну и четвертый способ, я его, честно, не рекомендую, потому что он такой небезопасный. Это по почте, любой почте России, доставкой. Здесь, к сожалению, нет гарантии, что придут документы в тот срок и успеют оригиналы к сроку завершения. Может быть, там каждая минута дорога, и может так получиться, что вот минуты опоздали, и мы уже не сможем принять документы. Поэтому либо заранее просчитывать сроки доставки, либо пользоваться другими тремя способами подачи документов. Какой, по-вашему, из этих способов самый надежный и удобный? Ну, самые два безопасных – это через наш сайт и госуслуги. Это безопасные способы, все документы точно доходят. Тут же вот сразу вы послали, мы их сразу видим. Ну, в общем-то, у человека есть выбор. Да, но зато удобно, можно из любой точки мира практически. Тем более лето, сезон отпусков. У нас очень часто абитуриенты бывают прям с пляжа, подают документы и проходят вступительные экзамены. Поэтому сейчас нет никаких ограничений.